Добрый день, уважаемые коллеги. Мы приветствуем вас на площадке информационного агентства «Татаринформ» и начинаем пресс-конференцию, посвященную открытию третьего сезона международного вокального конкурса фестиваля «Болашак», посвященного старту данного конкурса. Итак, сегодня наши спикеры: Радик Мухаллимович Абдрахманов, директор благотворительного фонда «Добро рядом», Денис Фанисович Шакиров, председатель исполкома Всемирного конгресса татар, также Гузель Шамилевна Шафигулина, продюсер международного вокального конкурса фестиваля «Болашак», Радик Велитович Ярулин, член жюри конкурса, певец, композитор, диджей, продюсер и организатор проекта Яратам.ру. И также Валентина Васильевна Бушуева, директор благотворительного фонда «Радуга добра», врач-терапевт, нутрициолог. Радик Мухаллимович, расскажите, пожалуйста, вообще про миссию данного фестиваля, коротко о цифрах прошлых фестивалей, какое количество участников ожидается в нынешнем году, и также, насколько мне известно, в нынешнем году запланировано большое количество хедлайнеров, кто ими станет. Ну, одного человека мы уже увидели, но кто ими станет еще? Да, спасибо. Ассаляму алейкум, хайрле кен, добрый день. Наверное, я расскажу вообще, какие цели нашего проекта, какая миссия, и, в общем, о том, как он проходил в 2022 году. В этом году мы проводим этот вокальный конкурс-фестиваль уже в третий раз. И он у нас достаточно масштабно, широко и освещается, и очень много участников в нем участвуют. Вообще мы хотим находить талантливых детей и делать все для того, чтобы они развивались, чтобы их поддерживали не только звезды нашей культуры, нашей эстрады, но чтобы здесь участвовали и спонсоры с точки зрения бизнеса и с точки зрения всех вовлеченных в эти процессы. В прошлом году у нас было более 600 заявок подано на этот фестиваль. И ко второму этапу было допущено 186 заявок. То есть 186 участников, они приехали в Казань, и 43 еще коллектива творческих. Им было организовано, значит, мы их размещали в отелях, мы организовывали экскурсии, организовывали питание и организовывали различные мастер-классы, где дети могли соприкоснуться с нашей культурой, с нашими традициями. То есть дети приезжали со всей России. На базе нашего фестиваля был организован круглый стол для детей с ограниченными возможностями, для педагогов с ограниченными возможностями, которые занимаются детьми с ОВЗ. Вот. Все ребята были награждены ценными призами. То есть и главный приз, который мы организовали, это съемки клипа. У нас было два победителя Гран-при, которые были награждены нашими самыми основными главными призами. Гала-финал проходил в деревне Универсиада. В этом году мы делаем фестиваль ярче, лучше, интереснее. Для этого мы приглашаем новые жюри. Полный состав жюри полностью был обновлен. И мы хотим, чтобы как можно наших татарстанских звезд участвовало в этом фестивале. Поэтому гала-финал будет проходить в новом IT-парке. Вот в прошлом году он проходил в деревне Универсиада. Вот. Более подробно о фестивале, о том, как можно подать заявку, наверное, расскажет у нас Гузель Шамилевна. Вот. Ну и я еще хочу сказать, что основная миссия этого фестиваля – это то, что мы хотим, чтобы дети были как можно больше увлекались творчеством, чтобы они были оторваны от компьютеров и занимались развитием своих навыков в области творчества, вокала. И все будем делать для того, чтобы искать талантливых детей, их поддерживать. Вот. И еще хочу сказать то, что у нас приветствуется исполнение песен на родном языке.
То есть у нас вокальный конкурс «Балачак», и каждый может подать заявку на своем родном языке. У нас так и происходило в прошлом году. То есть все народы, все регионы, они могли исполнять песню как на русском, так и на своем родном языке. Вот. Я, наверное, передам слово Гүль Шамилевне. Прежде чем передать слово, давайте посмотрим еще одно видео, подготовленное. Мы очень рады поделиться своим впечатлением об участии в конкурсе «Балачак» и о клипе, о восхитительном клипе, который теперь у нас есть благодаря многим людям. Вот. И я хотела бы сказать еще, что мы часто участвуем в конкурсах. Очень много конкурсов хороших, но конкурс «Балачак» особенный. У него такая большая душа, можно сказать, татарская душа. Потому что это столько впечатлений нам эти дни дали, которые мы провели в Казани благодаря конкурсу. Столько эмоций мы получили, столько новых знакомств, столько друзей, но это не передать словами. А клип, ну это вообще сказка. Это что-то невероятное, и мы никогда не думали, что это может случиться с нами, с ребятами. Поддержите мам этими словами, потому что клип — это вообще бомба. Мы не ожидали, что так все повернется, и вообще вот это вот весь процесс работы над клипом, это просто мы смотрели на все это, и у нас голова кружилась от нетерпения, что будет, что вообще получится из этого всего. Ну да, целая команда трудилась, и за этим внутри этого процесса быть, это что-то невероятное. Ну и, конечно, еще хочется сказать про то, что благодаря этому клипу, этой песне, которую мы написали, сейчас этот клип крутится на всех наших концертах. Мы его высылаем на всякие конкурсы, где нужен отборочный тур по видео. Эту песню поет весь зал на наших концертах. И у нас такой опыт впервые был, и мы очень рады, что именно эта песня и этот клип, он связал людей с нами, а эту песню узнали, этот клип посмотрели другие люди, и вот сказали «респект». Вот. Да, и мы хотим пожелать процветания вашему конкурсу. И мы всегда будем с теплотой, с большой любовью вспоминать эти дни, людей, которые причастны к этому конкурсу. И хотелось бы сказать, если люди есть, которые хотят участвовать в этом конкурсе и не знают, стоит или не стоит, может, кто-то далеко живет, не нужно думать, нужно участвовать. Ну, потому что такие воспоминания, такие эмоции не купишь никакими деньгами и ничем другим. Спасибо вам большое всем. Денис Венисович, сөзіне сізге тапшырасым келе, әлегі конкурс фестивалінің, бәйгі фестивалінің өзіншелігі турында һәм татарлар көпләп яши торган төбәкләрнең катнашу хакында да ничә төбәктән катнашу көтелә. Хәерле көн, хөрмәтле массив белән мәгълүмат чаралары. Хәерле көн безнең хезмәттәшләр, без барыбыз да бергә хезмәт итәбез. Ни өчен без әлеге бәйгене бергәләшеп уздырырга булдык? Беренчедән һәм менә модераторның сорауы да үзенчәлеге нидән гыйбарәт. Мин шулай дип җавап бирер идем. Без еш кына 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башы мәгърифәтчеләрен, иганәчеләрен әйтәбез, төрле хезмәтләр бастырабыз, яшь буын вәкилләренә җиткерәбез. Ә бүгенге көн иганәчеләре, бүгенге көн мәгърифәтчеләре кемнәр соңалар дигән вакытта мин менә аерым Радик Мөхәррәмович турында әйтер идем. Һәм менә бу бәйгенең дә үзенчәлеге шунда, ул үзенең ихласлыгы белән һәм менә бер эшмәкәрнең, иганәченең бу мәсьәләгә бик җитди рәвештә алынып, дөнья күләм танылган бер балачак вокаль бәйге фестивален уздыру. Әлбәттә, бәйге фестивальләр безнең еш кына уздырыла, алар безнең бүген дистәләгән менә мондай ире проектларыбыз, ләкин монда биредә иганәченең, бүгенге көн мәгърифәтченең, шулай да дип атар идем, Радик Мөхәррәмовичның, Абдрахмановның Туган батыр проекты аркылы, менә балачак проектлар аркылы, Гомман республика күләм ифтарны уздыру аркылы да менә безнең татар егетләренең менә милләт эшенә һәм милли мәсьәләләргә
һәм бигрәк тә яшь буынны тәрбияләү мәсьәләсенә алынуы. Бу чыннан да менә сез игътибар итсәгез, видео язмада бу ханымның сәламәтлеге шикле булган 2 баласының янәшәсендә утырып, у этого конкурса татарская душа дигәне. Менә монда бу сүзләр төп сүзләрнең берсе. Чөнки менә монда чыннан да ихлас, татар рухы, оештыручылар да ихлас, һәм катнашучылар да ихлас. Нинди дә булса рейтингларга яисә аерым бер югары дәрәҗәләргә үзләренең исемнәрен җиткерү өчен түгел, монда һәрбер катнашучы татарның мәркәзе булган Казанга килеп үзенең сәләтен, осталыгын бик мәртәбәле жюри агзалары аркылы узып, үзенең сәләтен күрсәтү. Һәм биредә дә бүгенге көндә, әгәр дә татар дөньясы турында әйткән вакытта, инде 3нче ел рәттән бу уздырыла, ул халыкара дәрәҗәдә. Бүгенге көндә илебезнең 20дән артык төбәктән инде гариза килде, ләкин шуны аңларга кирәк, гаризалар 31 мартка кадәр кабул ителә. Һәм 31 мартка хәтле без инде бүгенге көндә илебезнең 50гә якын төбәгеннән катнашучылар булуын көтеп калабыз. Бүгенге көндә инде 20гә якын чит илдән катнашучылар бар, 31 мартка хәтле әлбәттә ул сан арта. Һәм шул вакытта биредә менә без инде Радик Карлямович белән 3нче ел рәттән әлеге бәйгене оештырабыз. Мин сезгә шуны әйтер идем. Хәтта сәламәтлеге шикле булган балалар да, алар сау сәламәт балалар белән бер рәттән бара әлеге бәйгедә. Әле оештыручылар аерым да әйтерләр. Һәм менә аларның төрле халыклар телләрендә һәрбер катнашала, үзенең иҗат җимешен күрсәтә ала. Мондагы балачак ул 6 яшьтән 15 яшькә хәтле безнең яшь аралыгында. Шуңа бүгенге көндә бу әлбәттә изге гамәлнең, мин шулай дип әйтер идем, безнең иганәчәләребез тарафыннан, татар егетләре тарафыннан, аларның бит башка юнәлешкә дә үзләренең мал-мөлкәтен сарыф итү мөмкинчелеге бар. Алар милләт эшендә һәм бүгенге көндә бигрәк тә ул актуаль мәсьәлә. Чөнки яшь буны тәрбияләү мәсьәләсендә менә биредә шушы видео язмалар аркылы аның беренче этабы видео язманы җиткереп интернет челтәрендә аны яктырту мөмкинчелеге дә булу. Әлбәттә бу мактауга лаеклы һәм бу балачак фестиваленең бүгенге көндә дә әлбәттә эше дәвамлы булсын һәм булачакта аның киләчәге бар. Рәхмәт изгелегегез өчен, Радик Карлямович. Рахмат Сизье. Гузель Шамильевна, передаем слово вам. Расскажите, пожалуйста, про отборочные этапы конкурса. Насколько я знаю, их 3. И также по дедлайнам, то есть в какие даты заканчиваются. И также в связи с чем все-таки вы решили поменять в нынешнем году состав жюри. Здравствуйте. Да, на нашем конкурсе 3 этапа существует. Первый этап — это прием заявок и онлайн-просмотр, в котором участвуют 3 члена жюри. Далее будет отбор, и дети будут приглашены ко 2-му туру. Это очный этап. Он будет проходить в театре Кореева. И да, мы пригласили, обновили состав жюри для того, чтобы детям было интересно, для того, чтобы конкурс развивался, становился более привлекательным. В этом году председателем нашего жюри будет Дина Мигдал, известная певица, автор хитов, педагог с 25-летним стажем, член жюри такого конкурса, как «Ну-ка все вместе» на канале «Россия». Очень ждем ее. Можно нашему вниманию ее приветственное слово? Привет, таланты! С вами Дина Мигдал, автор песен для звезд эстрады, автор песен к фильмам и сериалам, эксперт вокального шоу «Ну-ка все вместе» на телеканале «Россия-1». Я рада сообщить вам, что в начале мая приезжаю в город Казань, чтобы стать председателем коллегии жюри на грандиозном событии – 3-й международный вокальный фестиваль-конкурс «Балачак».
Поздравляю всех тех, кто уже успел подать заявку на этот прекрасный фестиваль, а также напоминаю, что до 31 марта включительно еще принимаются заявки. Обязательно становитесь участником. Мы увидимся с каждым из вас, пообщаемся, обменяемся творческой энергией, потому что подобные фестивали – это прекрасная возможность познакомиться с теми, кто с вами на одной творческой волне, кто живет так же, как и вы, музыкой, песней. Я уверена, что каждый участник достиг многого, но может достичь еще большего. И подобные фестивали служат платформой для взлета, для новых имен. Я в нетерпении, я очень жду нашей встречи. И поэтому не прощаюсь, а говорю вам до свидания на конкурсе «Балачак». Также, я думаю, детки будут счастливы видеть в составе членов жюри Алису Кожикину, победительницу детского голоса, детского Евровидения и детской новой волны. Радик Ярулин тоже будет в составе нашего жюри. Дети будут счастливы, я думаю. Ну и также Майя Георгиевна Матвеева, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, заместитель директора, заведующий отделением музыкального искусства и эстрады Казанского музыкального колледжа имени Аухадиева. Луиза Петровна Менгазова, профессор факультета Высшей школы искусств Казанского государственного института культуры, кандидат педагогических наук. Резида Салиховна Валеева, почетный работник образования Республики Татарстан, член Всероссийской общественной академии голоса, обладатель нагрудного знака за заслуги образования и гранта «Лучший педагог дополнительного образования детей». Зульфия Гумеровна Авзалова Нигмедзянова, президент Фонда сохранения и развития творчества певицы Альфии Авзаловой, основатель международного фестиваля конкурса имени Альфии Авзаловой. Подать заявки вы еще можете на нашем сайте bf@dobrorядом.ру, где можете перейти по ссылке на Google форму. Для удобства мы сделали такую для участников. Милостью просим, на нашем конкурсе будет интересно. Третий этап — это гала-концерты и церемония награждения. Гала-концерт обещает быть очень зрелищным. Да, Радик Мухарлямович уже сказал, что будут звезды наши и региональные, возможно. Да, возможно, российской эстрады. Самые главные звезды — это... Самые главные звезды, несомненно, это дети. И все, что мы делаем ради них. И так уж сложилось, что наш конкурс начался во время пандемии. И сейчас в такое несвободное, неспокойное время мы продолжаем его делать. И все это мы делаем ради детей, ради улыбок этих детей. Все. Скажите, пожалуйста, как так вышло, что среди 7 членов жюри все женщины и Радик один? Это какой-то специальный... Я вам всегда скажу, где Радик, там всегда только представители прекрасного пола. Мы это понимаем, однако чисто... Вот как выбор пал? Почему именно один мужчина и 6 женщин? Всегда так? Да? В микрофон, пожалуйста. Часто так бывает, не знаю, в моей жизни почему, но я этому безумно рад, когда окружают вокруг такие прекрасные, милые дамы. Это вдохновляет. Спасибо за то, что мне так подфартило. Радик, как член жюри, скажи, пожалуйста. Это, конечно, шутка. Я женатый, у меня дети, семья, но все равно приятно. Спасибо. Как член жюри, скажи, пожалуйста, о критериях отбора именно на данном конкурсе, учитывая, что здесь все-таки принимают участие детки с ограниченными возможностями здоровья. Смотрите, я родился и вырос в Москве, окончил Гнесинскую академию по продюсерскому факультету. И вот большой продюсерский опыт гласит мне то, что зачастую зрителям, слушателям и народу в целом важна искренность исполнения.
невзирая на вокальные данные. Да, это, безусловно, один из главных критериев. Хороший вокал, дикция, четкость, да. Но моим главным критерием отбора, судейства будет именно харизма, которую дети умеют проявлять. Ее не надо глушить ни в коем случае, не надо затмевать, ставить на второй план. Я буду рассматривать это на первом плане, потому что только красивый вокал, к сожалению, это хорошо, но рано или поздно становится скучно. Нужно как-то уметь маневрировать вокалом, сочетать с эмоциями, с мангом, с татарской душой, в том числе где-то проявлять улыбку, где-то искренность, уметь этим пользоваться – это большое искусство, поэтому всем наставникам я рекомендую на это обратить внимание. Ну и ради как популярного певца и члена жюри, наверное, будет неправильно, если мы тебя не попросим самого прям экспромтом спеть, так чтобы показать, что действительно члены жюри очень подготовлены, очень харизматичны. Если я скажу, что я не готов, то значит, как говорил мой преподаватель в Гнесинске, значит, ты не профессионал. Профессионал всегда должен быть готов, несмотря на то, что не распетый. Но тем не менее, вот смотрите, я вижу, что одним из главных направлений нашего конкурса является воспитание, сейчас скажу, патриотизма и высоких моральных ориентиров. В своем творчестве я как композитор я пишу много композиций именно направленных на патриотизм, на духовность, в том числе нашиды, исламские композиции, мы монажаты пишем. И есть одна из песен, которая, ну, на мой взгляд, очень патриотична и будет очень кстати, из собственного сочинения на слова Руслана Зайдуллина. Песня называется «Мин татар булап калам». Буквально припев. Кай тарафта яшәсәм дә, мин татар булып калам, телеңне онытма иптәш, сиңа дустым ялварам. Такая композиция. Многие... Спасибо большое. Вот живя в Москве, далеко от Татарстана, далеко от своих предков, написал такую песню. Это просто зов души. Это то, чего не хватает нам там. У нас среди участников очень много приезжих будет издалека. Я думаю, что они тоже подвержены вот этому голоду. И старайтесь поднимать патриотизм не только в нации, но и в религии. И вообще патриотизм страны очень важен сейчас. Наставники, обратите на это внимание. Родители тоже. Хорошо? По возможности. Спасибо. Спасибо большое. Валентина Васильевна, вы являетесь, точнее, благотворительный фонд «Радуга добра» также является партнером данного конкурса. Расскажите, пожалуйста, про номинации. Мы знаем, что подготовлен целый ряд специальных мастер-классов для детей. Микрофон, пожалуйста, включите. Спасибо большое за приглашение и за такую теплую встречу. С 2021 года мы с нашими коллегами «Добро рядом» и наш фонд «Радуга добра» проводим большие мастер-классы для педагогов, которые занимаются с детками ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. В этом году поступило более 400 заявок именно от учреждений, которые занимаются с детками с ограниченными возможностями здоровья. Различные диагнозы у этих деток, и слабовидящие детки, и тотально слепые детки выступают, и дети с ДЦП, с синдромом Дауна, глухонемые детки, детки с умственной отсталостью различной степени тяжести. 38 учреждений в этом году подали заявки, 165 у нас, получается, номеров. Оффлайн и онлайн мы их просмотрели, и хочется сказать, наверное, слова благодарности педагогам, которые занимаются с такими детьми. Вообще педагог для деток с ОВЗ – это фундамент и, наверное, окно в большой мир, творческий мир. На мастер-классах в прошлом году мы рассказывали педагогам по различным номинациям. Это авторское мастерство, вокал, оригинальный жанр, инструментальное исполнение, театр моды, хореография, художественная декламация, так скажем, тонкости в выступлениях деток на сцене. Ведь все мы понимаем, что сцена – это, наверное, один из главных рычагов реабилитации, социализации
наших деток. Дети должны понимать, что они не только прикованы к своим коляскам и к 4 стенам дома либо школы-интерната, им также доступна, так же, как и обычным детям, здоровым, сцена. То есть благодаря этой сцене детки общаются, у них становится больше круг общения. В большинстве своей положительные эмоции влияют как на психоэмоциональное состояние детей, так и на физическое состояние, на улучшение здоровья. Такие детки чаще впадают в стадию ремиссии, то есть положительные эмоции всегда только в плюсы. И в прошлом году на большом мастер-классе, в этом году, при том, что мы тоже планируем совместно с нашими партнерами и коллегами «Добро рядом» провести такой большой круглый стол для педагогов, куда мы приглашаем несколько педагогов для того, чтобы они показали наглядно, с какими диагнозами, с какой стадии диагноза сопутствующей патологии проводить те или иные мероприятия в план, например, даже того же самого вокала. То есть ребенок с ДЦП и ребенок с умственной отсталостью, подход должен быть абсолютно разный. А вот как раз на мастер-классах мы все это покажем, расскажем, так что приглашаем вас в гости. Спасибо большое. И про номинации все-таки данного вот конкурса конкретно. Авторское творчество, вокал, оригинальный жанр, инструментальное исполнение, театр моды будет, хореография и художественная декламация. То есть номинаций очень да. много. И хотелось бы добавить, в прошлом году деток с ОВЗ было из 6 республик. Это Самарская, Ульяновская области, наш любимый Татарстан, это Удмуртия, Башкортостан и Чувашия. В этом году к нам присоединился еще Мариэл. То есть это именно я говорю об учреждениях с работой с детками ОВЗ. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Давайте перейдем к вашим вопросам. Добрый день, Гюльза Ибрагимова, Татаринформ. Я извиняюсь, я чуть-чуть опоздала. И говорилось ли про призовой фонд, и есть ли изменения, чем прошлые года? Спасибо за вопрос. Ну, я точно могу сказать, что все дети останутся с подарками, с призами. Всех детей мы будем встречать, всем детям будем организовывать мастер-классы. Всем детям приготовим памятные подарки, приготовим сувениры. Думаю, как и в прошлом году, мы сделаем главный приз – это съемки клипа. И у нас вообще уже давно такая идея. Я думаю, что в этом году нам удастся ее реализовать. Мы хотим сделать такой детский спортивно-творческий лагерь для самых лучших, для самых талантливых деток. Вот хотим сделать такой лагерь, где бы они развлекались, где наши татарские звезды были бы у детей наставниками, где они получали образовательную, развлекательную программу, и где они могли бы между собой подружиться, найти себе друзей с разных регионов. Вообще все наши проекты призваны объединять. И тем самым мы хотим вот сделать вот такую дружескую, теплую атмосферу и показать им наш город. Тем, кто приедет, конечно. Вот спасибо. Радик Мухаранович, это планируется в дни фестиваля или все-таки отдельно будет какой-то лагерь потом, в летний период? Да, потом, это в летний период. Да, потом в летний период. К сожалению, вот организаторы не сказали, первый этап проходит в режиме онлайн, до 31 марта можно прислать свои работы. Второй очный этап будет проходить 5-6 мая в Театре Кореева. Гала-концерт 7 мая в IT-парке имени Башира Ганиева. 7 мая у нас будет большой гала-финал. Мы заранее всех приглашаем. Обязательно пригласим татарских звезд, чтобы они тоже поддержали. У нас там будет очень интересная программа. Это будет как мюзикл, что-то подобное. И вот просто какой-то даже немножко секрет открою. Вот, у нас есть наш народный писатель, драматург Зульфат Хаким. Вот некоторые песни дети будут исполнять его песни. То есть новые песни причем. А с ним будут исполнять на сцене? С ним на сцене будут исполнять? С ним, ну, можем об этом тоже подумать. Отлично. Можем его попросить. Вы очень много сказали, что будет много звезд. Хотя бы несколько имен назовите, пожалуйста. Все-таки хедлайнеры кто? Вы знаете, сейчас, наверное, преждевременно об этом говорить, потому что я вот сегодня даже с утра с Ришатом Тухватуллиным созванивался. Вот, он тоже сказал, если у меня не будет каких-то концертов и каких-то гастролей,
то он обязательно поддержит. Ну, также Элвин Грей. То есть мы обязательно пригласим звезд и обязательно нас поддержат, я в этом уверен. Просто кто конкретно будет, я пока не могу этого сказать, потому что еще таких прям точных договоренностей нету. Но они обязательно будут. Я думаю, что мы даже федеральных звезд пригласим. Отлично. Постараемся. Да, пожалуйста, еще вопрос. Здравствуйте, Исямис, Зиля Файзулина, Салават Купре, Сабанту, детские издания республиканские, я главный редактор. Первый вопрос, мне их два, будет такой. Чем еще, помимо информационного освещения данного мероприятия, мы можем помочь? Вот очень хочется, потому что мне очень нравится идея. Я слышала про этот фестиваль, ну, впервые вас всех вижу. Во-первых, вот есть большой опыт и прекрасный коллектив, мы готовы впрячься и помочь. И второй вопрос, он уже такой меркантильный. Дело в том, что мы еще, я являюсь руководителем детской вокальной группы «Салаватик», которая активно выпускает свои песни на YouTube. И вопрос такой, могут ли вот салаватики, вокальные группы быть участниками, или только это сольные исполнители? Спасибо. Конечно, мы будем очень рады видеть ваших салаватиков у нас на конкурсе. И, конечно, они могут участвовать, так как у нас на конкурсе существует три номинации, вернее. Это вокал-соло, вокал-ансамбль. Ну и для деток с ОВЗ то же самое, вокал-соло и вокал-ансамбль. Поэтому будем очень рады вас видеть. Спасибо. Что касается предлагаемой помощи, какой-то вариант. Вы знаете, сказав о том, что вы готовы помочь, вы уже помогли. На самом деле это очень ценно. Спасибо вам, что вы проявляете инициативу. Обязательно вас приглашаем. Присутствуйте на наших мастер-классах, на экскурсиях. Таким людям, как вы, мы сами готовы помогать всем, что в наших силах. Спасибо за вашу инициативу. Радик Карлянч, только присутствовать, они могут организовать мастер-класс, особенно с этой группы «Салаватик». Там мощнейший национальный колорит представлен, поэтому многим вы можете как новый продукт сюда подключиться. Да. Ну, поэтому тогда могу сказать, что наш комплекс «Туган Авалон» открыт для вас, если вы на нашей базе можете что-то организовать, и в том числе для тех детей, которые приедут к нам в город. Вот, да, поэтому тоже можем совместно отдельно посидеть, подумать и что-то совместно сделать. Ну и детям, наверное, будет очень приятно увидеть себя на странице журнала, поэтому в качестве какой-то партнерской истории. Иң мөхіме сіздің ең зор ярдәмегез менә бу әлеге балачак проект буенда уңышлы проектларның берсе дип әйтергә мөмкин. Яктырту, киңрәк яктырту, халыкка җиткерү, аның халыкчан икәнлеген һәм тулы бер хәрәкәткә әйләнгәнен күрсәтү. Шуңа күрә менә сездән әлбәттә сезнең хәер-хаклыкны да сорыйбыз һәм 7 май көне гала концертында киңрәк яктыртуны сорыйбыз. Һәм менә монда төп мәсьәләнең чыннан да төп оештыручыларның өстән төшерелгән ниндидер бер күрсәтмә өчен түгел, ә менә алар үзләре, безнең иганәчеләребез, безнең татар егетләре бу бәйгене оештыруга алынулары. Менә шу да бик мөһим монда. Рахмат. Да, еще вопросы, пожалуйста. Неше 20 илдән катнашучылар дидегезме? Без беренче мартка хәтле. Кайсы илләрдән менә мәсәлән әйтәләр? Беренчедән Идел буе әлбәттә, ул безнең Башкортстан, Удмуртия, Пермь, Оренбург бик актив бу юнәлештә. Самара өлкәсе, әлбәттә инде күршеләребез Чувашия республикасыннан да, ләкин шул ук вакытта Сахалиннан алып Калининградка хәтле. Әлбәттә төрле менә бу география 31 март көне без аны караячакбыз. Монда биредә менә шушы балаларның татар телендә бит сөйләү хәзер җиңелләрдән түгел. Мин сез шуны әйтер идем, Идел буеннан тыш менә безнең ерак төбәкләрдә мәктәпләребездә татар теле укыту кыскартылган төбәкләрдә, ләкин менә балалары әби бабаларына кайткан вакытта бигрәк Татарстанда алар хәтта менә шушы балачак бәйгесе бар икәнлеген белеп монда яздыручылар да булды. Менә шунысы үзенчәлекле. Бу бит менә без шушы этаптан билгеле бер этапка гына тәмамламыйбыз.
Алар киләсе елда да менә шушы балачакның булганын белә торып, менә монда Казанга килеп, укытучылар белән, тәрбиячеләр белән, әби бабасы белән монда бөтен гаилә катнаша. Шуңа география шундый киң дә зур. Шуңа безнең иң ярак төбәкләрдән берсен Ерак Көнчыгыштан безнең балалар Килмөхәммәтовлар катнашканнар иде. Һәм быел да мәсәлән аларның туганнары катнашырга бик ризалык бирделәр. Шуңа күрә мин һәр вакыт төбәкләр турында әйткән вакытта Ерак Көнчыгыштан Сахалиннан Калининградка хәтле безнең катнашучылар бар дип әйтәбез. Һәм чит илдән дә менә бүгенге көндә 15 кенә аннан артачак бернинди сәяси вазгыятькә һәм чикләүләргә карамастан һәм дөньяда барган менә бу хәлләргә карамастан алар татарлыгын күрсәтәләр, катнашалар, видеоязмаларында җибәрәләр. Һәм башка җыр бәйгеләрендәге катнашучы үзләренең безнең бит гадәттә берничә бәйге һәм катнашучылар еш була шул ук бер кешеләр. Ләкин монда катнашучылар башкача чыннан да бик теләк белдереп катнашалар биредә. Чит илләр Свердловск өлкәсендә бик чит илләрдән кайсы илләр бар мәсәлән? Беренчедән СНГ илләре, ул безнең Үзбәкстан, Казахстан, Таджикстан, Кыргызстан, мәсәлән, бик актив. Төркия безнең менә быел бик теләктәшлек белдереп Төркиядәге милләттәшләребез, Европа илләре. Һәм мин сезгә шуны әйтер идем, әлбәттә безнең мөхаҗирләр дигән вакытта 17нче елдан соң безнең хәзерге Европада һәм Америкада яшәүче, теге Япония, Кытай, Манчжурия аркылы менә күчкән буын вәкилләре түгел, менә бүгенге яшьләр, менә безнең елгы әти-әниләр хәзер инде анда күпчелеге, һәм мин сезгә шуны әйтер идем, алар үзләренең балаларын, мәсәлән, шул ук безнең бик актив Канададан да бар, Австралиядә да бар, һәм читтә булган саен ул бит кадерлерәк, һәм менә бу балачак бәйгесе аларга үзләренең читтә яшәүгә карамастан татарның мәркәзе Казан белән бер күпер булып тора. Һәм биредә катнашучылар менә 80-90 елларда тәрбияләнгән балалар, ата-аналарның балалары катнаша. Алар нәкъ шушы яшьтә хәзер 6, 7, 15 яшькә хәтле. Менә бүгенге көндә безнең Европа илләре дә шулай ук катнашып килә, ләкин күпчелеге әлбәттә инде ул безнең СНГ илләреннән. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп. Әлегә безнең сораулар шуның белән тәмам. Без барлык оештыручыларга да уңышлар телибез, мы желаем. Да, конечно, Радик. Бер-ике сүз, менә минем опытом бар, да, в жюрийстве, в судействе конкурсов исполнителей, талантов. И вот наблюдаю такую картину часто за кулисами. Конкурс, понятно, да, это стресс. Для любого взрослого человека стресс. Для детей тем более стресс. Поэтому родителей попрошу на детей не давить, поддержать их, хвалить их, поднимать их самооценку, чтобы они делали это ради удовольствия, а не ради только победы. То есть донести нужно детям о том, что это всего-навсего конкурс. И тут самое главное – участие. И участие должно быть достойным, честным, искренним, самое главное. И поэтому родители часто, я вижу, в состоянии паники за кулисами, переживают больше детей, а паника – это вещь заразная, поэтому контролируйте себя, от вас тоже очень многое зависит. Спасибо, что вы поддерживаете своих детей, своих близких, и заряжайте их хорошим настроением, уверенностью, чтобы они на сцене были полностью раскованы, чувствовали себя как дома. Абсолютно не переживали за то, что в случае неуспеха их ждет, значит, недовольный взгляд родителя. Будьте довольны своими детьми. Самое главное, всем удачи, желаю, чтобы все получилось. Пусть победит сильнейший. Аллах бисар. И я хочу тоже добавить, вот для меня это принципиально важно. Наш конкурс, вот уже 3-й сезон, он отличается самым честным, объективным судейством. Это самое главное. Эту обратную связь мы получаем от родителей и от участников. То, что у нас конкурс, он честный, объективный, прозрачный, и это принципиальная наша позиция. Поэтому вы можете, вот все участники, можете 100% на это рассчитывать. Вот поэтому будет все очень круто. Всех приглашаем. Обязательно. И до встречи 7 мая, 7 мая
в IT-парке имени Башара Миева на гала-концерте огромного грандиозного конкурса фестиваля. До новых встреч!